Съездил я в Париж, пардон, Стамбул, и мне есть что сказать. Стоит отметить, что ровно год назад я ездил в Стамбул как полноценный турист с безлимитной кредитной карточкой. В этом году я поехал как настоящий махровый предатель. Взял всю свою семью, кошку, собаку, попугая Курт-Мемета и взвалил на себя тяжелую ношу иммигранта. Пусть даже в такой сказочный и ослепительный город контрастов, как Стамбул. Селям алейкум, я Мызмызахай, и в этом видео расскажу вам о положительных и отрицательных сторонах Стамбула, которые мне удалось подметить. А вы заваривайте хавешку и давайте начинать. Так как я хотел полноценно ощутить себя частью Турции, меня беспокоил один вопрос. Как же все-таки проще всего социализироваться в Турции? Встроиться, так сказать, в эту систему, в это общество. И первое, с чем я встретился, это непреодолимое желание турков нагреть меня на разные суммы, будь то кафе, такси или магазин. Стоит отметить, что уровень твоего незнания турецкого языка прямо пропорционален масштабу обмана со стороны аборигенов. Давайте переведу на популярный язык. Чем лучше ты знаешь турецкий язык, тем, соответственно, меньше тебя пытаются обмануть. Только вот как бы ты ни старался, мой дорогой друг, раствориться в толпе у тебя все же не выйдет. Такую ерунду, как чай, я нормально заказать не мог. Официант то и дело переспрашивал у меня, произнося ровно те же буквы, с той же последовательностью и интонацией. Мол, чай? Киваю ему и смотрю прямо в душу. А этот самый официант, плывущей походкой, медленно удаляется от меня. Нет, мне, конечно, медведь на ухо наступил, но все же я пытался подобрать именно ту интонацию, ту тональность, с которой турки говорят чай. И ничего не получалось. Все равно переспросит, повторит, и ровно это же самое слово. Вообще, в целом, с произношением беда, конечно. Особенно мне с кипчако-ногайской прошивкой. Я тут недавно на такси чуть в Европу не уехал. Говорю таксисту: «Копур янында». Казалось бы, да? А он как ехал, так и едет. Довольный, с, между прочим, работающим счетчиком. Я повторяюсь, мол, что непонятного? Копур янында. Ноль эмоций. Только когда я чуть на лай не перешел, таксист невозмутимо говорит: «А, кюпюр». Мать его за ногу. А я что говорю? Вообще весь этот французский флер в турецком языке у меня вызывает местами приступы тупой злости, местами меланхоличное безразличие. Понятное дело, язык живет и развивается. Но что вам сделал старый добрый Кинеп или Аяхьол? Чем вас не устраивают эти понятные последовательности букв? Знаете, как в Турции туалет? Первое, это что приходит на ум, туалет. Что, кстати, тоже вызывает вопросы. Но более элегантное и возвышенное это лавабо. Да, это вам не дорожка к сараю, как говорится, а лавабо с теплыми полами и мыльным дозатором. Вообще я много спрашивал у наших условно местных соотечественников про турецкое непонимание. Когда спрашиваешь отмек, она тебя смотрит вопросительно и после снисходительно переправляет на экмек. Ну и правда, никогда не догадаешься, где отмек, а где экмек. Или кофе. Говоришь эки каве, не понимают, переправляют на кахве. Ну действительно, два разных слова. Вообще меня мучила мысль, что это как-то проявляется такое турецкое высокомерие. Мол, говори на моем языке, не коверкай слова. Меня убеждаешь в обратном, что турки это делают не специально. А реально не понимают, про что речь. А чтобы вы сами смогли сделать свои собственные выводы, вам нужно попробовать поехать в этот прекрасный город Стамбул и посмотреть самому, что к чему. Конечно, что по-настоящему круто и интересно, так это понимание, что Крым должен был быть таким же, как Стамбул. Вот эта атмосфера улиц, улочек, которые добро залиты изанами. Такой себе мусульманский рай. Но бдительность, кстати, терять все-таки не стоит. Как говорится, история не терпит сослагательного наклонения, и мы не знаем, как оно должно было быть, но именно Стамбул дарит это тонкое ощущение безопасности и домашней среды. Конечно, он не заменит вам дом, это однозначно, но как бы показывает, каким он мог бы быть. Стамбул – это некий идеальный мир. С другой стороны, Стамбул дорожает и делает это на глазах. Еще этим летом, в 2022 году, продукты в магазинах стоили примерно в 2 раза дешевле. А в кафе позиция аналогична. Поднятие цен как минимум в 2 раза. Находясь в Стамбуле, мы со своей семьей ввели в оборот так называемый индекс мерджимек чорба. Если в заведении
оно стоит 20-25 лир, то и остальные блюда там по приемлемым ценам. И после похода в это место всей нашей семьей вероятность остаться без штанов, штанцис, как говорится, приближается к нулю. Стоит отметить, что в заведениях возле нашего отеля мерджимек чорба доходил до 70 лир, а это почти, я извиняюсь, в 4 раза дороже стандартной цены в 20 лир. Следовательно, и другие блюда будут стоить намного дороже. Это вам лайфхак от нашей многодетной семьи. Но, конечно, если вы одинокий загадочный странник, то индекс мерджимек чорба вам не понадобится. Или не пригодится. Какой вывод можно сделать из поднятия цен? Жить в Стамбуле становится тяжелее. Это сказывается абсолютно на всех показателях и дорожает абсолютно все. Поэтому, если вы рассматриваете этот прекрасный город как место жительства на ближайшие месяцы, возможно и годы, то обязательно учитывайте этот момент. В следующих видео я расскажу вам о бытовых ситуациях, что нам понравилось, что не понравилось, как мы снимали квартиру, обычную турецкую квартиру, апартаменты, отель, как мы вообще искали жилье, что сколько стоит, как мы разбирались в этих продуктах, в супермаркетах. Весь наш опыт мы будем рассказывать, передавать вам, чтобы, возможно, это вам в будущем пригодилось. Ну, лучше пускай не пригодится. Ну а вы можете поставить лайк этому видео и поддержать нас.